Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын. Всех с наступающим новым 2026 годом. И у нас в студии сегодня команда онлайн-школы «Селись», Эверстова Мичелина, учитель-методист, и Николаева Дилара, руководитель, основатель. Я приветствую вас у нас в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. С наступающим Новым годом. И, конечно же, вот с Диларой мы буквально год назад встречались в этой же студии, говорили об открытии онлайн-школы «Селись», о том, что начинается проект по изучению якутского родного языка. И вот сейчас, именно вот в преддверии Нового года, уже хочется подвести итоги этого, всей работы. Расскажи. Спасибо за приглашение. Всех с наступающим Новым годом. Вот 10 января этого года мы тут были, ровно день. И мы вот сегодня так радуемся. Начали эфир, точнее, начали год с эфира Маши и заканчиваем, получается. Этот год. Да, так приятно, как будто это очень хорошая традиция. За один год у нас колоссальные, очень хорошие такие выводы. Селись стал каким-то экосистемой, и мы поняли, что развитие родного языка, оно есть, оно будет, и мы идем по правильному направлению. Конечно, хотелось очень сильно, очень много раз сдаться, иногда были такие моменты. Да, но главное не сдаваться. Да, главное не сдаваться, и все равно мы вот очень хорошо, получается, подводим итоги этого года. Я замечаю, что и команда, да, приходят новые сотрудники, пополняется ваша команда. Команда у нас пополняется. Мичелина, например, вот наша учительница, вот сейчас уже методист. Ольга наша ушла в очень хороший декретный отпуск. Да. Еще и демографию повышается. Да, демографию повышаем, получается. Марина не смогла приехать. Вот Марина, Оля, это мои мастодонты были изначально, да, и они не смогли приехать, получается, да, но после них Мичелина к нам присоединилась в апреле месяце, и с нами вот уже выросла до методиста, получается. Вот. Мичелина студентка, которая вот уже работает, можно так сказать, и да, уже на практике применяет все методики, которые, получается, берет знания с ЯКН, и здесь же применяет, ну и сама же создает очень много. Она сама расскажет, что она создала, какие программы. И мы очень гордимся Мичелиной. У нас еще контент-мейкер, сейчас она опаздывает, Маша, которую вы, наверное, все видели в запрещенных сетях, в разных других сетях, да, наших, где мы очень хорошо сделали такие рубрики прекрасные. Там и касается еще нашей компании. Попробуй себя в роли ведущего новостей. Если что, у Олега Олеговича мы взяли разрешение, он одобрил, вот, и получается, если посмотреть назад, мы сделали очень многое. Это вообще не про деньги, да, не про что, а именно про общество, где мы проводили и бесплатные встречи живые, да, где лично ты сама была в одной из них, да. Мы делали вебинары для родителей, то есть мы еще делали разговорные клубы бесплатные. Мы создавали разные вот семинары для учителей даже, где приняли 75 учителей, тоже все бесплатно сделали. Там наши учителя делились своим опытом, получается. Далее мы летом проводили лагеря для детей, интенсивы для русскоязычных детей, да, где были дети даже, которые говорили: я никогда не была на ЭСЭХ, а давай, мама, пойдем на ЭСЭХ. И даже заставляли покупать национальную одежду. Вот. Вот что вы, да, как все равно такой вот шаг, и в любом случае это же большая объемная работа. Да, и мы, конечно, понимали, что за 10 дней никак не можем им преподать вот якутский разговорный язык, да, что они не смогут так сразу заговорить, но при этом за 10 дней мы смотивировали и, так скажем, заставили полюбить родной язык, чтобы они далее начали сами говорить на якутском языке. Это для нас очень большая победа. Ну и еще большая победа, что они начали играть на хомусе, и еще они узнали национальные игры. Вот. Хаблык, хамста. Да, да. Вообще просто такое
я не представляю, да, в любом случае, потому что это же когда-то начиналось все с маленькой такой идеи, давайте вот родной язык начнем изучать, преподавать онлайн, и вы одна единственная по Дальнему Востоку, я отмечу, если не по стране, ну, по якутскому языку, да, по стране вы тоже единственная. Как-то нам сказали, что мы в мире единственная школа якутского языка. Вот. Да, и не знаю, есть или нет, но, по-моему, мы единственные, которые вот так работаем, экосистемно. Еще и на Хомусе, еще и якутскими национальными играми изучаете. Насколько вообще люди тянутся? Очень. Больше тянутся от 20 лет старшие люди, ну, взрослые люди, точнее, да. Мы думали, что дети будут, помнишь? Вот когда мы начали, мы думали, что это будет больше дети. Да, оказывается, от 20 лет люди. Это вот Брахсамин Курдуктар, да, русскоговорящие якуты, которые хотят очень говорить на своем родном языке, но травмированы обществом, да? Да, это же есть, да, Дилара? Очень, очень. Мы даже вот проводили встречу очень бурную такую. Это на котором я была? Да, в ресторане Махтал, русскоязычный Саха, где присутствовали несколько поколений. Это поколение, как говорят, зумеры, и миллениалы, еще бумеры. Бумеры, это кто? От 40 лет. Я что, бумер тогда помню? Скорее, да. Я еще так миллениалам этим себя приписывала. Вот, и получается, там мы услышали очень много разных таких, можно сказать, проблем, да? Либо же можно сказать, что это было какие-то оправдания некоторые даже, да, но мы большинство увидели боль, очень много боли, и из них 70% ну, как-то обижались на родителей и говорили, что вот у них же был шанс в детстве меня научить говорить на якутском языке, а они не воспользовались. А потом другое поколение говорило, что мне очень нравится, что меня булили. Точнее, они были благодарны, что их булили, да? И благодаря этому они вот «Өсөһөн туран», как говорится, да, выучили якутский язык. Начали, да. А другие зумеры в ответ говорили: нет, так нельзя. Наоборот, надо с любовью, с добротой. Ну, это вот поколение прекрасное. Да. Зумеры, Дилерданы. Мне кажется, зумеры — это вообще очень самые понимающие, эмпатичное поколение. Да. И мы услышали, получается, 3 стороны. Потом еще одна женщина была, которая сказала: оказывается, есть такая проблема. Я думала, что это вообще не проблема говорить на якутском языке, и мы так были благодарны ей. Она сказала, что она даже извинилась от имени всех и сказала: я прям извиняюсь за всех, которые говорят на якутском языке. Оказывается, надо работать по этому направлению и помогать людям, которые хотят говорить на родном языке. Это, мне кажется, очень большая победа. Вот. Ну, то есть вот благодаря таким встречам мы даем пищу для размышления людям, да, какое-то осознание, может быть, и развитие, конечно же. Это да, в любом случае, но... развитие общества. Там женщина же так прекрасно выступила. До последнего думала хоп-талар, барбат, которая песня хоп-талар. Да. А почему коробки, да? Да. Насколько мы... Она, по-моему, даже моя ровесница. Да. Но в мои годы... Я же в любом случае это окружение очень сказывается. И вот эти вот опять же травмирующие моменты. Лучше вообще сахалы сангарама, манак сангарарарарагененден, нахакцен нахсангаран, или там, или еще. В общем, я травмированное поколение бумеров, да? Но я думаю, в любом случае сейчас все меняется. И меняется еще же и благодаря очень сильно поменялось. Твоей команде дела. Да, спасибо. Ну, очень сильно поменялось. То есть мы же работаем как? Мы берем, например, программу, да, создаем программу, и от этого все исходит. Мы делаем опросы очень много. Сделали 3 больших опроса, да, почему ваш ребенок не говорит на якутском языке, да, на родном. Второй опрос, почему есть такая вообще проблема. И там вот прям писали, что нету именно пространства якутского языка, да, все отметили Току, кстати, канал. Да, что Току действительно дает очень большой прорыв в развитии якутского языка. То есть нет вот эгге, я забыла это слово по-русски. Окружение. Не только окружение, а вообще вот это
Ну, в общем, да, окружение на якутском языке. То есть и именно вот каких-то очень мероприятий, да, именно для русскоязычных якутов, наверное. У нас очень мало. Вот. И был же этот фестиваль Кёрэгэй. Ну, фестивалей у нас очень много, да, на якутском языке, что очень приятно. Но там проблема была в том, что все на якутском языке. И эти фестивали тоже отмечали люди, которые к нам приходили учиться, и они говорили, вот жаль, что все это на якутском языке, мы ходим и не понимаем. Было бы хотя бы что-нибудь такое, что на русском языке, ну, что-нибудь такое. И мы хотели сделать фестиваль, но у нас не получилось, потому что, ну, во-первых, это финансы, мы не нашли инвесторов, да, и, ну, очень много проблем было. Потом это вообще не актуально стало, и как-то это забылось, вот. Но в проекте есть. Но в проекте есть, да, в будущем. Вот. И сейчас, получается, вот тем самым у нас есть боль, получается, и мы работаем по нескольким направлениям. Мы берем учителей, да, например, Мичелина берет учителей, с учителями работает. Потом далее мы берем контент, да, в контенте, что мы должны освещать, да. И вот когда Маша, когда придет, она сама расскажет, наверное, когда вот контент создавали, Маша говорит, нет, что-то не то, Дилара, давай другое поменяем, давай вот туда пойдем, вот это сделаем. Я говорю, нет, давай, Маша, как мы сделали, давай виральный, вот этот контент постоянный будет. И потом она начала получать сообщения от людей. Так круто, что я наконец-то прочитала, там, не знаю, Табурокова, да, стихотворение. Я почувствовала себя диктором НВК, да, я почувствовала себя артистом, там, Олохо театра. И такие теплые сообщения были. И я говорю, вот видишь, Маша, сколько ты работы делаешь для людей. Ты цени свою работу. И она только тогда поняла и говорит, да, реально. Как будто бы я постоянно одно и то же делаю, оказывается, я делаю очень многое. Ну, то есть благодаря этим видео очень многие люди вспомнили про якутский язык, да, про что-то ценное, глубинное, и кто-то даже переосмыслил, да, свое какое-то там мышление, может быть. И все это помогает на самом деле. То есть это по нескольким направлениям. Вот. Но вот эта вот ваша разработка прекрасная, опять же, есть, да, ведущий теленовостей. Это совсем по-другому оказывается. Сахалы, Ахтахпана, допустим. Ну, я говорю на якутском, я говорю, но я травмированный бумер. Теперь я буду так говорить, потому что мне говорили акцент, пайдек сангара, ну, лучше вообще я сангарма. Ну, и все, конечно, это все мне в подложке отложилось. И вот я мечтаю прийти к вам, я очень хочу прийти к вам. Но, видать, еще времени не пришло, я всегда уже очень в это верю. Явно кто-то мне когда-нибудь подпнет, и я буду в ваших рядах, буду обучаться. И когда вот в качестве ведущего начинаешь читать, у меня реально мозг по-другому посажен. Конечно. И когда-то я была еще и жюри в одном из детских конкурсов, и там была по жюри моя коллега, женщина, и я тогда узнала, ну, чудо сахала санарара, В любом случае, уже, если даже программа «Якутск сегодня», думаю, мое руководство меня простит, если мы тут начнем говорить по-якутски. Потому что она сидела вот по школе, она по тому, как дети читают стихи, она определяла «бо оскола сахалы сангараллар». Да. И мышцы языка. Оказывается, мышцы языка в произношении, вот в якутском языке, они совсем по-другому. Эбит. Я такая, ну тогда мои мышцы на русский язык. Вот Мичелина же проводит, как методист, пробные уроки. И она сразу говорит, мы сразу после урока, получается, созваниваемся, и она говорит, вот этого человека ставлен звук, у этого нет. Ну, типа так. Вот у этого начальный уровень, вот этого базовый. Ну, то есть просто, например, я провожу урок, да? Мичелина красотка. Да. Сейчас я спрошу. И, например, я тоже проводила. Я больше рассказываю про проект. А вот я не могу узнать. Если бы английский было бы, я бы узнала, да? Но якутский нет. И я не узнала, например, какой у него уровень. И, например, Мичелина определяет. Я не могу так определить. Ну вот сейчас Мичелина меня послушала, как я говорю, какой уровень ты мне дашь? Базовый. Базовый. У меня базовый уже получается. Вот, произношение же у тебя есть? Г, например.
Базовые. Да. Ага. Фразы базовые знаешь? Ага. Ну, у меня акцент, да? Есть, да? Чуть-чуть. Ой, за чуть-чуть огромное спасибо, потому что я всю жизнь слышала, что мне говорят, акцент нахканная такая. Ну ладно, хорошо. Все нормально. Вот это, и вот это вот, в любом случае, сахалы санарахпан нахабагарабна, я умею, я говорю, у меня разговорные, но когда я начинаю читать, у меня просто даже мозг начинает закипать. В плане нет, я могу один абзац от того, что я не понимаю, перечитываю еще раз, потому что я не понимаю. Антон еще раз перечитываю. Мама, прости, что я так сейчас. И раз 5 я один абзац читаю, чтобы понять. Это почему у меня такая проблема? Стахабуллан деминджиге. То у них проблема лахпаны. Мне кажется, это из-за того, что ты не привыкла к этой среде. То есть у тебя в целом среды нету якутской, да? У тебя больше, наверное, больше русскоязычное, все на русском, и среда на русском языке, да? Наверное, те же какие-то музыки, да, или что-либо, посещаешь театр тоже, наверное, на русском языке. Это все от среды зависит. Вот вспомнила слово «среда». И это очень сильно влияет. Например, по себе скажу, да, вот пока я не открыла эту школу, не создала, я вообще не думала, что у меня что-то проблемы с якутским языком. Вообще. Я даже не задумывалась. Она же из Нюрбинского района. Да. Антон потом только поняла, оказывается, я по-якутски не умею выступать, например. Вообще не умею выступать. Я не думаю по-якутски, оказывается. Я по-русски думаю. Преподаю по-русски. Преподавала в школе. И да, подкасты, там всякие вот эти книжки читала только на якутском, и на русском языке, точнее. Я вот в этом году очень сильно начала читать на якутском языке. И это вообще другое. Это мозг меняется. Но это со временем. У всего есть год, Маша. Поэтому я очень надеюсь на это, что у всего есть год, и я еще раз попробую. Но я прям такие даже знаки же принимала. Знаки судьбы, потому что я понимаю, что я тоже должна говорить, и хорошо должна говорить, да, на своем родном якутском языке. И во Владивостоке ехали, со мной присела учительница якутского языка. Фёкла Николаевна Болтовская из Чурапчинского района. И она мне подсказала, вот с какой книги начать мне читать. Мечу байда капитай. Хорошо говоришь, просто начни. И вот это вот желание уже у меня, рвение, извините меня, не появилось тогда, когда-то давным-давно. Это вот появилось буквально лет 5 назад. Ну вот как раз-таки лет 5 назад эта волна пошла. Вот, и я тоже так... Да, эта волна пошла. И получается, у нас, например, была ученица Ольга. У нас реклам нету, да? Ольга была. И она студентка в Питере. Она обучалась у Оли, у нашей Оли. Ее зовут тоже Оля. И получается, после 8 уроков Оля тогда вот каждый урок, она говорила, создавай себе среду, встречайся с якутами, там, с Халаргата, да, в Питере. Она, оказывается, поняла, что у нее вообще среды нету. И потом она начала слушать YouTube, эти аялыги. Да, книжки. А потом она начала встречаться с Халаргата студентами в Питере. И вообще она сказала, вот как у тебя у нее уровень был базовый. И она поняла тогда, Оля, оказывается, у меня вообще практики, оказывается, не было. У меня даже друзей якутов не было, оказывается. И как у нее пошло, вот это у нее, оказывается, был барьер, большой такой барьер, и она вот это за месяц преодолела. И она начала говорить на якутском языке. А потом она вспомнила даже, вот я эту песню уже знаю. Ну, какая-то песня, они ее изучали, и она говорит, я эту же песню знаю. Я же слышала в детстве. И мы тогда поняли, что все это остается в памяти у ребенка. Вот поэтому же говорят, включайте там телевизор, да, фоново, пускай звучит телевизор, вот Току канал, да, там, не знаю, НВК канал, включите, музыку включите, это все у ребенка остается, оказывается. И потом это развивается все со временем. Вначале, наверное, это не будет видно,
но в будущем это все равно проявляется, оказывается. У всего есть год. Да. Мгм. Сейчас мы уйдем на рекламу, буквально Мгм. 4 минуты, и потом продолжим наш разговор. Мгм. За базовые спасибо, Мичели. Продолжаем нашу беседу с онлайн-школой Селис, и к нам присоединилась Мария Данилова, контент-мейкер. Вы в школу пришли в августе, провели уже большую объемную работу. В каком направлении вы сейчас двигаетесь? Как сказать, развлекательные больше постим. Мгм. Ну, для себя вы уже поняли, да, анализ какой-то провели, да, вот сейчас как ситуация у нас, люди хотят изучать свой родной язык, или это было... Есть такое... Ну, хотят. А вот эти вот Комментарии. тест-драйвы проходят, да, у вас в социальных сетях? Да. Как о них отзываются, что говорят? Там мы получаем много комментариев и очень много пересылают друг другу. Мгм. И тохтенетей. Сахалы саңар. Тугоңор оллар биле бейлерин усталлар. Ага. Ага. Это вот, кстати, Это, тот, по-моему... Например, Ага. ведущий НВК бар ди, он артист театра Олонхо. Мгм. Олону бейлерин усталлар. Ну, артист театра Олонхо, наверное, там чуть-чуть уже посложнее, да, Ага. текстовка. Ага. Это лонхо. А, Олонхо, ну, ага. Текст сложный, Ага. но агаллар. Мгм. У нас телефонный звонок. Надеваем, да? Мгм. Наденем, послушаем, что хотят сказать наши телезрители или радиослушатели. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. С наступающим Новым годом вас поздравляю. Спасибо большое. Ага. Это я педагог со стажем, учитель якутского языка Ага. и литературы. Ага. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы? Светлана Иннокентьевна. Ага. Ага. И это самое. Подумала, может быть, я буду полезна в этом. Но это очень нужное дело. Угу. Сейчас многие забыли свой родной язык. А вы как учитель родного языка, якутского языка, а вы тоже видите в этом большую проблему? Конечно, конечно. Ну, я думаю, что сейчас более-менее ситуация как-то меняется же, да, в лучшую сторону. Но вот это самое, очень мало, ну, школы нет, в смысле, классов Ага. якутских. Сахалы, Мгм. тыллах. Да, хакалы, еритер классы рухта. А мои внуки тоже не знают по-якутски. Так понимают, но не говорят. Ну, опять же, идти. Да, Эйге. очень много проблем. И вот я хочу поделиться своим опытом, ага. Мгм. Я работала, ну, в городе Якутске. Конечно, вот приехала из деревни, но сначала я окончила это педучилищное музыкальное отделение, Мгм. и поэтому работала учителем музыки и пения, и в основном, когда дети были маленькие, воспитателем детского сада и музыкальным руководителем. А потом окончила это самое ЕГУ, заочно, конечно, Мгм. якутское отделение. И хотела работать, конечно, с якутским классом, но места, конечно, не было. Мгм. И вот как раз мне это самое экспериментальный класс Дали в тот да, вашем... в Ага. 23-й школе экспериментальный класс. Это для городских детей, которые плохо знают якутский язык. Мгм. Ага. И ваш вопрос? Была Ага. специальная программа, и я стала их обучать. Мгм. Ну, я работала там 3 года, но потом это самое... Светлана Иннокентьевна, у нас прямой эфир, и поэтому у нас время вид көмүс. Ага. Ну, продолжаем нашу беседу. Время у нас на вес золота, и мы Да. хотим как бы продолжить. Мичелина, у меня к вам вопрос. Ага, какие программы вы разработали? Отдельные проекты какие-то у вас есть? Мгм. Би онлайн школа болару бытынан онлайн үлдебит болады через
дистанционно. Он наблюдает битигер раз платформалары туанавыт. Используем разные платформы, чтобы было интересно. Он гытта холор эбет улган кейне гытта подход нужно найти, и вот платформы очень помогают, так скажем. Вот ол платформалары аныктар этевинду Simple Class, Learning Apps, инден раз платформалар балар. Ол синтрехиней. Мишлен скромнейший это сидит. Почему? Потому что у Мишлена очень много разработок РПР. РПР ден это вот республиканская проверочная работа, которая сейчас прям идет бумно для учителей якутского языка. Наверное, учителя якутского языка начальной школы меня слушают. И как раз-таки Мишлен сама разрабатывает это. Сама вот создает, хотя нету сейчас никакой вот, как называется? Демоверсии еще не вышла, да? И Мишлен уже начала, то есть человек, который не боится и берет и делает. И те же вот платформы, которые она озвучила, да, это вот те все платформы, которые используют учителя английского языка, на самом деле, большинство, и она переделала в том, чтобы сделать для учителей якутского языка. То есть, оказывается, это возможно. И она не сидит просто так, она вот прям шерит по английской костюме. На 3 языках. Эфир исключительный, да, на 3 языках. И, получается, она все исследует, как-то этот пробует и применяет. А потом, и мне очень нравится, когда она говорит, я вот это нашла, потом вот это применяю, потом вот это нашла, вот это применяю. Это очень круто, на самом деле. Инициатива вообще сотрудников. Да. В любом случае, если это еще в правильную сторону, очень сильно поддерживает. Также у нас есть преподаватель в Таиланде, Айсена. Айсена, если слышишь, привет. И она, например, у нее методика более другая. Она работает с учебником Харитонова, да, но она преподает его более современно, используя те же какие-то клипы на якутском языке, песни, точнее, да, еще фильмы смотрят, например. Ну, так очень динамично. Она еще плюс коуч, и очень хорошо находит подход людям. Вот. Если про проблемы вообще учителей якутского языка, да, вот Светлана Иннокентьевна, мне кажется, хотела озвучить это. Действительно, эта проблема есть в том, что нету хороших методистов. Ну, не хороших даже, да, и их вообще мало, как я поняла. И вот как раз-таки в этом году была на съезде учителей якутского языка и литературы, была приглашена. И там, если честно, прям мне было очень как-то печально видеть, что не было какой-то помощи именно для учителей, для ведения урока. Я там услышала боли их о том, что мы даже нормально не можем подготовить к ОГЭ, ЕГЭ, да, потому что там есть 10 типовых вариантов, и эти типовые варианты получают целый год, они как-то это сами делают, вот. И оттуда у нас возникла такая идея, что в этом году, в 26-м году, в следующем, точнее, мы хотим сделать вот копилку для учителей. Копилку для учителей. Это как идея сейчас, но я думаю, мы это реализуем. Вот, и мне кажется, это будет огромная помощь для учителей якутского языка. Вот. И с современными методиками, да, получается. И вот, например, да, почему я об этом говорю, потому что для учителей английского языка мы там Яндекс наберем в поиске, да, и сразу выйдет 1000 методик, да. А когда мы набираем якутский язык, например, тот же, например, падежи, вообще нету. Именно упражнений. И приходится, ну, получается, понимаете, да, какая колоссальная работа у учителей якутского языка. Все это самим создавать. И сделать вот такую копилку было бы очень классно. Вот. Ну вот проект в любом случае. Методика же основа основ. В любом случае. Конечно. На что нужно опираться вообще, как это все делается. Да. Ну, Мичелина вообще, я смотрю, вообще практически свои личные разработки, да? Студент. Какой курс? Есть? Откуда Мичелина? Юхаджанга. Верхоянский район. Вот сейчас можешь землякам огромный привет передавать. Такой талантливый ребенок, да, туда родом. И несмотря на то, что учишься... Мария тоже, да, где-то учишься, наверное? Нет, работаю. А уже работаешь? В 27-й школе дефектологом работаю. Осенью устроилась. Тогда стилист, получается, у тебя еще помимо своей основной работы, да? Боль
родной язык, ну, ладно. Это оговорами öğrete hatыбын деген үлген хайыбын. Төвлүбүн үлелербин. Такая необычная внешность, да? Вихабили детин день. Эти развлекательный контент харау сенден, тикени көннөрө развлекательный работа булла, hem видео öğreter булла. Эти үссү күндө эгер тыл баста дени бәмеме көрөбүн, онна бу тылманны кебиттин ден хайыбын. Например, бахалыста ден тыл ообун кытынар, бахалыста ден тыл тохтем ой хакылытайын дечүт, бука ден ден. Олим билин оғамнар мақтанабын, чеген бол, бұқаден, алығын ден тылларынан кәстетер. Оны ұйытар тұғырған ұчылы мама, а раньше мы какими словами пользовались тир? Это бахалыста, бахыба ден тылларын умнан кәспет. Так, вот теперь сначала букаден, это в смысле бахалыста. Тогда мне не говорить бахалыста. Бахалыста это вот. Например, букаден телефон гын бери, девку. Все мне, мой бумерский травмированный этот. То есть вот эти такие, как будто бы кажется, развлекательные видео, да, они очень сильно помогают людям, обществу. То есть адаптироваться, может быть, да, и вот живые примеры, что люди начали пользоваться этими словами, да. Конечно, мы очень много хейта получили. В плане того, что... Типа говорили, типа, ары бартын сақалатаныңыт, сақалыгыныңыт, бартын перевод. Да. Но оказывается, например, некоторые слова, они вообще испокон веков они есть, просто они забылись. Во время там русификации, наверное, да, может быть. И мы это возобновили просто, некоторые слова. Но некоторые слова, да, конечно, есть, которые вот только-только перевелись. Но это же хорошо, это же развитие, наоборот. И в этом я ничего плохого не вижу. Все равно язык меняется вообще веками, годами, и это развитие. Если оно не меняется, у нас нет развития. Ну, то есть так, вот. Все адаптируется, все обновляется, это же хорошо. Наоборот. Но так, я вообще очень позитивно отношусь к тому, что вот говорят же, якутский язык мы теряем, да, мы не теряем якутский язык, на самом деле. И паники я не вижу, так скажем, да, если мы будем относиться к этому очень так толерантно, этично, да, и очень так подходим с любовью, с теплотой и будем обучать. И тем более сейчас весь мир говорит на якутском языке слово «че». Да, ведь? Че. Вот на соревнованиях мастер-дейтер. Поэтому я всем говорю, на якутском весь мир заговорил на самом деле. Поэтому оно не будет теряться вообще абсолютно. И я прошу всех, призывать, включать позитивное видение в этом направлении и поддерживать людей, которые пытаются говорить на родном языке. Не буллить ни в коем случае, да. Буллингство — это какое-то, не знаю, очень плохо. Да. Ну, в любом проявлении вообще это полный негатив, мне кажется, уже это. Да. Было еще одна проблема даже, да, нам писали. А вы по-русски не учите? Наоборот. Мужчина написал, и он сказал... Саха. Да. Наоборот, да, что ему карьерно подняться очень сложно. И такая проблема тоже есть, да. То есть человек попросил нас обучать русскому языку, наоборот. И он говорит, мне очень сложно подниматься по карьерной лестнице из-за того, что я не умею говорить на русском языке нормально. А это значит, вообще это отражается, да, на карьере человека даже это? Оказывается. В том, что он не умеет выступать на русском языке, например, да, по-русски. И, оказывается, это отражается. И он написал, что нас таких очень много, особенно у мужчин такая проблема есть. Давайте создавать такой курс, наоборот, да. И это же одинаковая проблема. То, что вот русскоязычный якут пытается говорить на якутском, и наоборот, саха по-русски, да. И вот почему нам нужно стесняться своего акцента, да, когда как это, буквально наш неродной язык был, да? И нам свойственны ошибки, на самом деле. И давайте друг друга поддерживать тех, кто не умеет говорить на русском, и тех, кто не умеет говорить на якутском. Вот. Поэтому это абсолютно одинаковая проблема, которая очень хорошо решаема, если мы будем развивать культуру общения друг к другу. Вот. Это самое главное. Уважение друг к другу. Да. Это если говоришь,
русскоязычная саха пытаюсь говорить на якутском, и мне говорят, не говори лучше, у тебя страшный акцент. Эбитер сахалы сангара, кто-то хочет говорить хорошо на русском, он говорит, не говори лучше на русском, говори на... Да. И вот этой вот культуры нету. Да. Год культуры же к нам Да, в следующем году. грядет, и я И нам думаю, очень, да, мы это очень еще и рады. касается нашего отношения, нашего поведения, нашего вот друг к другу бережного отношения. Культура должна быть еще и Культура должна быть во всем, всём. не только вот мы же понимаем культуру как искусство. На самом деле это не так. Культура и общение есть, культура поведения есть, да, которому учат в школе. Я как преподаватель могу это вот с уверенностью говорить, да. И такое это прививается ко всем. Можно применить, да, можно так скажем, да. И это начинается с малого, абсолютно с тебя. Вот с семьи, да. И если мы так шаг за шагом будем развивать, то, как я уже ранее говорила, у всего есть год, поэтому через год увидим. А ты еще же можешь дополнительные направления, оказывается, да? Якутов, которые говорят на якутском чистом языке, уметь выступать на русском. Еще одно. Ну, я так думаю, оно уже у тебя это есть. Ну, у всего есть год же, да? Очень хорошая, кстати. Я сейчас, наверное, так и буду применять. У всего есть год. Вот сейчас вы в августе пришли, Новый год, уже буквально, ну, нормальный такой 3-4 срок прошел, да? 3-4 месяца. В целом, отзывы какие? Проанализируем. Джон Кенни, да? Антон Альбахпа отзыв келерде. То Джон интерьер. А какие-то они свои идеи кидают? Ага. Маннык ангыскага букененің ұрықұтта, инден қайылдар. Хурьяллар. Хурьяллар. Оннуктен хурьяллар, онна көннөрі нен хурьяр жонлар ең балдар. Көннөрөлдер. Көннөрі жығыналдар. Очень много, да? Такого есть? Исправлений очень много есть. Тоғын учылы хаңарағаты ендер жонлар балдар. Русскоязычный джонга направление лахпалах бите. Спасибо большое, что сегодня пришли ко мне и закрываем. Начали год, да? Правда, 2025. Ну, Дилара вообще замечательный человек. Она вообще солнышко для меня. Человек, который просто не сдавайся никогда. Вообще. Мы же не сдаемся, да? Я когда-нибудь обязательно к вам приду. Обязательно пройду вот эти вот тесты вообще в идеале. Даже очные разговорные клубы будем делать. Проходи обязательно. Обязательно приду. И надеюсь, что когда-нибудь изменяем вот этот вот буллинг мою прошедшую. Я по-другому начну ко всему относиться и буду говорить и чисто на своем родном языке, и на втором государственном языке, на русском. Спасибо большое, с наступающим Новым годом. Желаю вам всего самого наилучшего, еще больших успехов, никогда не сдаваться и чистого неба над головой. Все, спасибо. Спасибо большое.